Салем, достар, салем, Азамат. Салем, Антон. Азамат, қалжаңдың қалай? Азамат, с тобой все в порядке? Бәрі жақсы ма? Понимаешь, Антон, мне просто стыдно. Я не могу тебе ответить на казахском языке. Азамат, не нужно этого стыдиться, нужно учиться. Начнем прямо сейчас. Даль қазір бастаймыз. О, научишь? Большое спасибо, Антоха. Рахмет скажешь после первого урока. Начнем с правил. Ережелерден бастайық. О, не, а можно чего-нибудь другого, а? Ну, правил, наверное, много, и все будет очень сложно. Слушай, Антоха, давай сначала в боулинг, там же проще гораздо, ну. Ну, здесь ты, мой друг, ошибаешься. Урок займет всего-то пару минут твоего времени. Кстати, насчет боулинга ты тоже ошибаешься, там есть своя система правил, но я тебе позже объясню. Ну, хорошо, если так, давай. Скажу сразу, в казахском языке 7 грамматических закономерностей. Вот с них-то мы и начнем. Именно 7. Для лучшего запоминания проведем ассоциации. Ну, 7 – это счастливое и в какой-то мере священное число для казахского народа. 7. Бәргілді, бәрдүріс. Азамат, итак, первая закономерность. В казахском языке не нужно различать род. Ну как это? Нет ни мужского, ни женского, ни среднего родов? А куда же ушли тогда он, она и оно? Здесь все проще, понимаешь, казахи издревле никого никогда не делили. Все равны, будь ты мужчина, женщина или кофе, все передается одним универсальным словом «ол». Одно слово вместо 3 и состоит всего из 2 букв? Несложно будет запомнить. Ол. Давай дальше. Отлично. Вторая закономерность. Подожди, ол же, да? Ол, не оль. Не... Ол. Да, запомни. Запомни, в казахском языке нет мягкого знака, только в иностранных словах. Итак, вторая закономерность. Если в русском языке ударение подвижно, то в казахском ударение почти всегда падает на последний слог. Значит, твое имя будет звучать на казахском как Антон? Вообще-то оно и на русском так звучит. Но не обязательно, это правило редко касается имен. Так, нужно запомнить, ударение падает на последний слог, кажется, усвоил. В казахском языке нет ни родов, и ударение приходится на конец слов. Жарайсин, раз ты такой усидчивый, мы продолжим. Так, давай, а то мне уже не терпится узнать, какая же там третья закономерность. Ее я объясню на примерах. Напомни, как зовут твою собаку. Ну, Ахтос, ты же знаешь. Вот ты, то есть Азамат и Ахтос, отвечайте на вопрос «Кто?». Я что-то не совсем понял, Антох. Причем тут собака и я, человек, и вопрос. Вы одушевленные. В русском языке одушевленные слова отвечают на вопрос «кто?», а неодушевленные на вопрос «что?». А, как в казахском? Ну, в казахском языке все иначе. На вопрос «кто?», «км» отвечает только человек, остальное отвечает на вопрос «что?», то есть «не». То есть мой Ахтос будет отвечать на вопрос «что?», «не»? Все верно. Вот когда в русском языке задают вопрос, ты еще думаешь, у кого спрашивают, у тебя или у Ахтоса, то в казахском, когда говорят «мнаны кмстеды», здесь уже конкретно спрашивают у тебя, то есть на Ахтоса не спихнешь. Ну, в третьей закономерности тоже ничего сложного. На вопрос «км» отвечает только человек. Похоже, по окончанию нашей программы мне придется поставить тебе 5 в дневник, чтобы ты порадовал свою жену. Только сразу после того, Антоха, как я его заведу. Шутник. Сегодня первый выпуск нашей программы, а по казахской традиции для нас это большой праздник. Который называется «Тусау кесер», дословно «разрезание пут». Проводится, когда малышу исполняется год, чтобы ребенок начал ходить самостоятельно. В старину ахсакалы считали, что, начиная ходить, малыш встает и падает, потому что его ножки связаны невидимой веревкой. И для того, чтобы по жизни человек не спотыкался, а шел легко и ровно, надо эти путы разрезать. Делается это символично. Перед малышом расстилают белую дорожку, акжол, и перевязывают его ножки веревочкой, сплетенной из 3 шерстяных ниток разного цвета. Белая, чтобы был благородным и чистым в своих помыслах, зеленая, чтобы был здоровым, красная, чтобы был богатым. Ребенка проводят по белой дорожке со спутанными ножками, а затем разрезают путы. Тусау кесуше – это человек, который получает почетное право освободить ребенка от веревочки. Раньше это была веселая, шустрая бабушка, которая хорошо бегает и прожила достойную жизнь. И поскольку, Антон, ты мой учитель казахского языка, то роль шустрой бабушки предоставляется тебе. Ой, рахмет балам, тусау кесер құтты болсын.